Здравствуйте, школьники! Сегодня мы проанализируем очень интересную работу сравнение клеток эпидермиса листьев разных видов растений. Выполнила эту работу Максимова Оксана Сергеевна, ученица 9 класса Кобяйской школы имени Эверстова. Работа интересна тем, что впервые я вижу за много лет у нас в Якутии работа, где используется компьютер со сканером, цифровой фотоаппарат, и изучается достаточно легко объект, который найти, это клетки. Клетки есть везде, сравнивается эпидермис, то есть верхний и нижний слой клеток растений, и что получается? Получается интересные пособия, и материал анализируется тех растений, которые просто под рукой. 5 опытов и 20 объектов для исследований. Но это все вот домашние субтропические, тропические культуры, можно называть там алоэ, фикус, бегония, герань и так далее. То есть то, что не нужно особо сильно далеко ходить, это все есть под рукой. Работа уже сделана. Я вот последовательно расскажу про опытов, которые они были получены. Вроде бы создается впечатление, что работа учебно-исследовательская, наверное, где-то уже в литературе это все описано, где-то имеются характеристики, но вот такой аспект, сравнительно анализировать эпидермис комнатных растений, это, конечно, не так уж много. Смотрите, здесь очень много интересных форм клеток. Ребенок разобрался в классификации клеток, их размеров, и очень хороший анализ. Прямо подсчитывается, сколько случаев клетки одинаковые по размеру, где-то верхние и нижние отличаются, больше, меньше. Это все измеряется в одинаковые условия, то есть одинаковое расстояние, одинаковый цифровой микроскоп. И поэтому, соответственно, все это можно сравнивать. Это что видно хорошие аналитические способности у школьницы. Очень хорошие презентации. Мне просто нравится, как идет доказательность тех или иных вещей. Вот просто пишется сравнение, подсчитано сколько клеток эпидермиса. Тут прямо написано 49, 47, 25. Это очень тщательная, кропотливая работа. Человек поставил четкую задачу и последовательно, системно эту работу осуществлял. Я, честно, не знаю, как она подается, но она сделана с очень большим вкусом и с большим интересом. То есть третий опыт вот, для интереса, это просто сравнивается количество усиц. Усицы имеют разное число, разных видов. Это признаки, возможно, уже стабильные, видовые. И сравниваются усицы на верхней стороне листа и на нижней стороне листа. Определяется, четвертый опыт определяется состояние усиц, то есть наносятся некие вещества, ксилол, например, и там уже видно, насколько все меняется, трансформируется. Такой эксперимент, даже есть порезы, и, соответственно, тоже вот интересные выводы, да. Пятый опыт – это определение интенсивности транспирации листьев. Транспирация очень важный показатель, такой физиологический, и здесь уже появились необходимость работать с весами. Весы достаточно точные, до сотых долей грамма. Это, в принципе, неплохая. Ну и, конечно, в науке есть и до 0,1 миллиграмма, то есть 10 минус 4, но для школьной лаборатории, школьного уровня это достаточно хорошо. И еще что мне нравится, что школа получила оборудование и его активно использует. То есть не просто в учебном процессе, но в исследовательском тоже. Тоже интересный опыт, правда, его ввели номер 5, хотя на самом деле это может быть достаточно и отдельным самостоятельным
опытом, это наблюдение испарения воды у определенных видов растений. Здесь используется то, что есть изоляция, сделали в виде пакета, посмотрели, где идет транспирация, где она останавливается. И есть немножко другие виды растений, которые тоже также детально изучены. Имеется заключение, выводы, и в целом я бы сказал, что перед нами работа очень хорошего аналитика. Человек, который провел собственные исследования и сделал сравнительный анализ. Она умеет делать обобщение, она умеет делать выводы, довольно грамотно написано. Это говорит о созданном хорошей системе, когда ребенок работает по плану, который согласован со своим руководителем. Видно, что человеку это нравится, и она проделала большую работу. По уровню, конечно, могу сказать, устица, размеры, это же известная тема, неужели их не изучали? Да, возможно, где-то в литературе можно собрать, найти эти вещи. Тем более виды не у нас очень распространенные, возможно, это уже где-то изучали. Но, во-первых, это делается здесь у нас в Якутии, во-вторых, это все собрано в одном месте, во-вторых, создано пособие, которое может использоваться во время занятий в любой школе практически, и оборудование, которое сейчас имеется, мне кажется, во всех школах. Это очень хорошо, что мы получаем такую возможность, когда оборудование работает, что дети с интересом этим занимаются. И я сказал бы, что это очень хорошего, высокого уровня учебно-исследовательская работа. Да, могу сказать, здесь нету научных данных и не претендует на научную новизну. Я считаю, что каждый выбирает то, что ему нравится. Если это Оксане нравится, то это самая главная задача нашей программы «Шаг в будущее». Главное, чтобы вам было интересно. Наука к вам придет, уже как исследователь, такие дети, как Оксана, уже представляет из себя какой-то своеобразный, законченный такой уровень. Это сформировавшийся специалист, который можно с ним делать любые исследовательские работы высокого уровня. Она тяготеет физиологии, наверное, к молекулярной биологии, в дальнейшем и к биохимии растений, генетике. Такую область может человек в конце концов выберет. У него есть опыт уже наблюдения, есть определенные навыки работать руками, работать аккуратно. И это, я думаю, что одна из важнейших задач, которые исследовательская программа «Шаг в будущее» ставит перед всеми детьми. Спасибо за внимание.